Ребята, доброе утро. Второй день. Нахожусь в деревне. Пока, ребят, погода позволяет, но относительно. Пока сильно белых мух нету, надо работать. Ночью сегодня был снег, ну, с утра он быстренько растаял. Вот такая сырость. В целом нормально. Но сегодня, ребят, уже будет минус 7, а завтра уже будет минус 8. 2 дня будет заморозков. Я думаю, этого не хватит на первый лед. Ну, на озеро. Что там рыпаться. А вот к выходным уже будет, ребят, плюс. И, наверное, я поеду в тайгу на дня 2-3. Живем, рыбачим. Вода прибывает, страшное дело. Не знаю, как получится с налимом, но в целом что-нибудь придумаем, какую-нибудь рыбалку. Сегодня, ребят, по плану сделать раскосины из бруса. Сделать дополнительные, как сказать, стояки. Только, естественно, они не будут не из бруса уже, ребята, а из полтинника. Куда уже шить будет, куда надо будет шиться стенку. Соответственно, здесь пролет большой. Надо куда-то добавлять. Ну и, в общем, что есть из доски полтинника. У меня вот здесь тут лежат, тут наверху остатки. Тут пачка. Начну, ребята, шить полы. Полы нужны, чтобы хотя бы наполовину загнать вездеход. Но уже в дальнейшем закрыть крышу, наверное, ребята. И на этом стройка заморозится у меня в этом сезоне. Но пока готовлю инструмент, наверное, начнем. Так, перчаточки высохли. Опять же придется менять, потому что все сырое. Вчера, кстати, ребят, выручили на коленнике. Очень прям выручили. Сегодня я их также одену. Куда-то прислониться. Очень прям удобно. Старые наколенники как раз мои. Валялись мотособаки. Ну, в общем, что, саморезы, гвозди. Туда-сюда, молотки. Все опять достаем. Сегодня понадобится 200-й. Как раз из бруса буду пробивать 200-м гвоздем. Все-таки 200-ка решает, ребята. Вколотил, так вколотил его. В принципе, ребята, для гаража, ну, с каких-то циркулярок там такого особо не надо. Все можно делать, все пропилы, запилы пилой. Не знаю, что-то там как-то выдумывать. Все это делается пилой спокойненько. Не смотрите, что бензин желтый, а масло штилевское красное. Это просто после рыбалки на солнце, ребята, он меня так выцвел. Ну все, заправляюсь. Так, брус есть всякий, ребята. 150 на 70. 100 на 100 вот остатки есть. В общем, это как бы не основа гаража, но это будет хорошая поддержка, потому что гараж очень большой. Но ребята посоветовали сделать откосины из бруса, тем более, ну вот этот брус, куда я уже его? Никуда. Так, ребята, обрезки разные. Я думаю, чтобы ничего не выдумывать, пускай они будут разной длины. Ну, чем больше, точнее, тем лучше, по сути. Ну, опять же, просто воспользуюсь угольником. Под 45 градусов будем делать запил. Чем больше, тем лучше. Туда можно будет и стенку шить, добавочно в него. Вот как-то так. А там уже будем смотреть, что и как. Что, пробуем запил. Может, конечно, кривовато будет где-то местами, но это нормально.
что-то типа в этом случае. Зато будет эконом по материалу. Я же не буду там каждую метровую делать. Ну, допустим, давайте попробуем вот сюда. Так. Так. Ну что, брат, скажете? Идеально. Идеально красиво. Так. Так. Вот примерно, ребята, таким макаром. Здесь так. Здесь желательно, чтобы они здесь были уперты в друг дружку. Туда, туда. Ну вот так и бахнем. Ну это пойдет сюда, допустим. Так, сейчас напилю, ребят, раскидаю по всем углам, что есть. А потом уже будем зашиваться. Покажем по периметру откосину. Ну, при всем желании, в принципе, еще и сверху также, по сути, надо бы сделать. Ну, чтобы для надежности. Но я думаю, брусов там не будем делать. Сделаем с полотенненькой доской. Это уже потом, когда уже полы будут, чтобы можно было ставить сюда стремянку, спокойно лазить. Блин, не знаю, ребят, будет или снег, или дождь. Большая туча идет. Сейчас, походу, что-то будет, сыпанет. Но обещали сегодня снег с дождем. Только непонятно. Передают одно, а идет другое. В общем, можно, в принципе, потихоньку зашивать, это откручивать. Зашивать, это откручивать. Ну, вот так потихонечку. Так, ну что. 200-й, брат. 200-й, говорит, решает. Да, ребята. Раньше старики делали все без гвоздей. Двухсотый решает. Не везде, ребят, ровно получилось. Но это ничего страшного. Здесь зашьется доской.
200 решает, ребята. О, смерть. Что, прошелся по кругу, по откосинам. Все, ребята, вот теперь вот он сразу приобрел жесткость максимальную такую. Да, все. Конечно, это все решает. Просто тупо брус вместо вот этих досочек на саморезах. Все, ребята. Он что так не ходит, что так не ходит. Хотя вот вчера еще крышу делал, гулял немного, когда по крыше лазил. В общем, здесь еще ставим сюда маленькую откосину. Сюда. Сейчас посмотрю с бруса, что есть. Сюда можно еще, ребята, пуститься. Вот так. Шмык. Шмык. Там ворота трогать нельзя. Ну да, еще получается 4 штуки, ребята, я это сделаю 100%. Для себя любимого. Так, здесь трещина на трещиной пильнем. Вот так вот. Там как раз маленькая должна, наверное, подойти. Да, ребята. Конечно, надо было, чтобы сюда уперлось. Но у меня нет столько материала, чтобы все это вымерять. Делаю из кусков, получается.
Так, ну что, будем опять же стараться сэкономить. Доска у нас 4.10, 4.05, 4.15, нестандартно, то бишь составляют, да, немножко. И вот как раз, наверное, на вот этой 3.98. Вот где-то по центру, ребята, будем соединяться. И здесь у нас остается 2 метра как раз пилить пополам доску и добавлять туда. Да, здесь будем цельно упускать то, что полтинник остался. Зашьем, чтобы под снегом не валялось. А так вот такие уголки, ребята, половые. Шикарная, конечно, вещь. Сейчас что угодно, блин, раньше такого не было. Раньше все гвозди наискосок. Никаких уголков, никаких саморезов. Все как-то пропиливали, шипас там туда-сюда. Плюс еще не такой пилой, Уралом. Неудобно. Да и бруса раньше же не было. Доска была не обрезная, кругляк. Строили, нормально строили. Сейчас, конечно, лишь бы бабки были. Буду пилить по 2 доски. Смотреть. Заводской торец, в принципе, нормальный. Лишний раз не пилякать. 3.98. Смотрите, ребята, здесь почти уже заканчивается. Здесь доска вот 4.10, а здесь доска 4.02. Вот говорю, как она есть. Потому что если, допустим, я там торцану, и у меня размер не выйдет. Так что, говорю, надо будет вообще в эконом. 3.98. Если я там торцану, то у меня потом не выйдет нифига. Опять пошел снег. По 2 доски буду, наверное, потихоньку шмякать, ложить, а потом шиться. Опа. Опять снежок пошел. Снег, снежок, метелица. Та-ра-ра-ра-ра. Также полтинник, ребят, 3-й сорт. Где-то обзолы есть, где-то что-то еще. Полы, конечно, не паркет будут. Ну, а для гаража, ребята, пойдет. Вот так вот. Здесь заподлицо, там уголок. Здесь прям пропилим. Ну вот и здесь на половине будем шиться. Вот как-то так, ребятки. Вот как-то так. Здесь в доску меньше. Но имею в виду минус 7 сантиметров. Будем вот так. Другая, ребят, попить кофе. Ну, трубачу пошла. Какой снег. Сейчас заметет нахрен. Коте. Ты коте. Ты старый коте. Рыбу хочешь, да? А рыбалки-то пока нету, коте. Так что на китикете посидишь пока. Давай, давай, хорош, что ты исполняешь. Ребята, за тепло в каждом доме. Кофейку. Блин. Только мать пошла и, блин, заметать начала. Тоже не по кайфу, конечно, в такую погоду. Так, ну что, для полов берем 120. Для полов берем 120, ребята.
По одному, думаю, достаточно будет. Лаги у нас половые через каждые 60 сантиметров, каких на потолке. Так что достаточно, я думаю, в одного. Что, ребята, первые метры полов. Приятно. Так, здесь на 7 меньше сделал. Ну, не чтоб не выдумывать. Вот тут сейчас немножко надо будет по ее уголок срезать. И будет под болт немножко расточить. Расточить придется немножко. Ну, там пилой пошаркаю. Нормально. Думаю, как мама в папу, должно быть все четко, ребята. Вот так вот. Ровненько все, нормально. Вот, ребята, я о чем и говорил. 396 доска. Это, то бишь, вообще они 4 сантиметра где-то вообще потеряли. Потому что доска идет 4-метровая в любом случае. Плюс 10-15, там 7 сантиметров это всегда оставлялось. Вот, то бишь, у меня минус одна доска. Она вообще в расчет мой не идет. Получается, что не сюда. Ну, получается, туда один можно кусок, даже пополам ее поделить нельзя. И вот, допустим, это понятно, червонец, а вот это, ребят, 13-я. С откуда она здесь нарисовалась? 13-я доска. Короче, тоже. И так все, ребята, дорого, но такие мелочи, они всегда бывают, такие нюансы. Ну, 13, ну ладно, пускай она куда-то пойдет же все равно, да, 15-13 там. Ну, должна же быть 15-я доска, потому что деньги платятся за 15-ю доску. Здесь вот эта доска вообще
не уперлась вообще ни в куда. Это понятно, что куда-то все равно она уйдет. Так в целом просто. Почему не торцую? Потому что и так местами вообще 2 сантиметра бывает, обрезаю. А тут вообще он в минус. Доска идет. Ну ладно, что. Как-то так, ребят, смотрите. Получается потихоньку, помаленьку. Естественно, что обзол внизу. Где-то переворачиваю. Вот тут, допустим, край вообще такой неровный, кривой. Я, наверное, в эту сторону его просто пущу, чтобы здесь было как-то ровненько. Все же, тем более, центр гаража. Охота, чтобы как-то красиво было. Более-менее. Ну и прошел дождь, ребята, со снегом. И пошла налить. То бишь пошел сильный морозный воздух. Все, чувствую, что прям... Вон, видите? Это все стало замерзать. Идет мороз. Ё-моё, ребята. Опять белые мухи. Точнее, даже не мухи, а мошки какие-то. Маленький снег такой, мелкий-мелкий. Труба, блин. Опять, короче, затянуло все. Не дает мне пошлепать. Все уже, наверное. Этот уже точно не растает. Этот уже все будет замерзать, потому что к вечеру мороз. Ну что, братцы, все, наверное. На сегодня я закончил. Все, материала, ребят, не хватило. Но я не рассчитывал то, что мы будем вот так балки ставить вот именно вот таким образом. Это уже Никитос придумал. Я думал, будет немного все по-другому. В общем, так бы доски хватило на пол. Ну, в общем, ребят, зашился. Вот остался пролетик. У меня остались 2 червонца. Ну и эта пятнашка, которая ни туда, ни сюда, короткая сама по себе. Что-то думал, может тут что-то придумать. Здесь как раз место занимает. Короче, даже ее, ребят, не хватает. Там получается на целых 5 сантиметров, короче, хрен знает, что за доска. Ну, в общем, здесь эту не зашил пока крайнюю. А здесь вот как раз 30 сантиметров, ребята. 2 пятнашки сюда просятся. Ну и, в общем, здесь вот так на пол доски осталось. Это сюда надо еще будет. Да, тут еще, ребята, на ворота, на полтинник еще нужен будет по-любому. Я думал, просто как раз пролет хватит зашить. Не хватило немножко. Ну, можно вот эти червонцы засунуть. Но что, они никуда, не сюда. Здесь останется также 10 сантиметров. То бишь, все равно не хватает.
Так что ладно, оставим так. Оставим так, ребята. А так уже все, площадка готова. Старался, ребята, подгонять, перепиливать, ну, имею в виду местами менять. В общем, неплохо. Здесь прям вообще без щелей получилось. Но здесь уже пошли плохие. Так уже относительно есть. Вот тут, ну, это мелочи жизни. В гараже, наоборот, щели должны быть. Мусор смести. Ну вот, что-то уже нарисовывается. Погода, конечно, ребята, зверь. Чувствуется, идет морозик. В общем, прибираюсь. Баня топится. Прибираю весь инструмент. Ну, куски там, что попилю сейчас. Приготовлю на баню. Занесу, наверное, вот эту дюймовку сюда. Сложу. Чтобы как-то она здесь уже лежала, что ли. Ну, и погода будет, ребят. Буду завозить шифер. Будем крыться. Это будет последняя стадия в этом сезоне. То, что я смог сделать. Все, что я смог сделать. Ну все, ребят, убираюсь. Погода хлам. Бывает вообще невозможно. Все, наверное, на сегодня рабочий денек закончился. Как-то вот так, ребят, получилось. Не хватило доски. Ну, я, в принципе, рассчитывал, что и не хватит. Ну, просто как раз вот тут дырочка. Блин, можно было закрыть. Вот эта доска, которая не стандарт какая-то попалась. Все бы четко сложилось. Ну ладно, я уже не стал сотку трогать. В общем, ребят, убрался. Убрал территорию. Все, что хорошее, еще сложил сюда прям. Какие-то бруски. Ну, это еще дело пригодится. А так какие-то шметки, ребята, там старые там дюймовки я таскал. Мы делали стяжки. Я просто попилил на баню. Все там ошметки, там куски бруса, черемуха, там кусочки. То, что здесь немножко подрезать пришлось. Мешало. В общем, все попилякал. Убрался везде полностью, потому что, я знаю, сейчас засыпет, потом не найдешь. В общем, перетаскаю, тут там кое-что переколоть, и все сгорит в бане у нас. Банька своя. Такая работа на сегодня, ребята. Откосины и вот немного полов. Ну, в общем, доски сюда надо будет в любом случае заводить. Но это, ребята, уже на следующий сезон. Останется вот пока так. Последний этап, ребята, это крыша. Будем крыть крышу. Я думаю, вот сейчас выходные будут. Закажу шифер, привезем, ну и закроем. А это будет последняя, ребята, работа гаража на этот сезон. Останется он, ребят, зимовать вот в таком образе. Ну, конечно, крыша еще будет. В общем, как-то так. Не судите строго. Тут, ребята, не строители. Ну, то бишь, относительно того, то, что как бы строим как можем, как умеем. Спасибо за просмотр, ребята. Спасибо за
ваши комментарии, за ваши лайки. Все, ребята, я собираю вещи, точнее инструмент, но иду париться в баньку. Все, пока.